Салям Достар, вы снова на канале Кола. Большой рахмет, друзья, всем, кто подписался. Я рад видеть вас всех на моем канале. Друзья, сегодня посмотрим видео, как в Алматы относятся к россиянам. Мы задали этот вопрос жителям города. Выводы можете сделать самостоятельно. Давайте посмотрим, увидим, что здесь расскажут. Покажут, друзья, перед просмотром. Не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходит каждый день, и видео выходят все по вашим заказам. Смотрим, друзья. Здравствуйте. А можно вопросик вам задать? Смотря что. А скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что в городе сейчас в последнее время очень много россиян появилось? Я сам россиянин. Приезжий. Приезжие? Давно приехали? С пятницы. В связи с этими причинами? В том числе. В том числе. Вообще начальная моя причина, у меня компания в России закрылась иностранная, и у нас переводится в казахстанский офис. Просто это по времени все совпало. С этими событиями? Да, с этими событиями у меня двойные причины. Да. А компания закрылась по причине санкций, да, которые были наложены? Компания закрылась по причине санкций. Понятно. Как вам здесь вообще, в принципе, город? Да, хорошо. Ни с чем таким отрицательным пока не сталкивались? Нет, пока. А что должен? Слухи всякие ходят. Я себя веду прилично, интеллигентно. Я считаю, любую ситуацию можно решить в правом поле диалогом. Здравствуйте, а можно вам вопрос задать? Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что в последнее время в городе появилось слишком много россиян? Честно, не могу сказать. Не можете сказать? Как вы считаете, это положительный или отрицательный момент? Положительный. Положительный, да? Спасибо большое. Вы, наверное, квартиру сдаете, да? Как вы относитесь к тому, что в городе в последнее время слишком много россиян появилось? Да все вообще адекватно, нормально все. Нормально? Никаких отрицательных моментов в этом не видите? Я ко всем отношусь нормально. А вы местный алматинец? Местный. Всю жизнь здесь прожили, да? Ребят, здравствуйте. А можем вам вопросик задать? Как вы относитесь к тому, что в городе появилось очень много россиян? А мы сами Мы не здешние. Не здешние? Да. Вы из Казахстана или вообще из других стран? С другой стороны. А давно здесь живете? неделю. 6 дней как-то. 6 дней. Нравится в городе вам? Да. Очень. Вы... Мы тут и раньше бывали. Понятно. Вы в гости приехали или транзитом, или остаться хотите? Мы транзитом. У нас консульство тут, мы визу получаем. Понятно. Ладно, спасибо большое. Не за что. А можно вопросик вам задать? Нет. Нет? Стесняетесь? Спасибо. Ребят, привет. А можно вам вопросик задать? Нет? До свидания. Как вы относитесь к тому, что в городе появилось очень много россиян в последнее время? Вообще я сам русский. Вы русский. Вы местный алматинец или? Нет. Приехали? Да, не только не сейчас, а, наверное, не знаю, наверное, как началась байда французской компании, где я работаю, наверное, в смысле, у нас здесь вообще 2 офиса, меня просто сюда переместили и все. Ага, понятно. За то, что они приехали, не знаю, как вы относитесь сами. Мы-то нормально относимся. А скажите, пожалуйста, А мне тем более. в городе нравится вам жить? Ой, нет, это вообще великолепно. Красивый город, прекрасный. Да, Какие? я же не первый раз и приехал. Ага. Еще с Советского Союза начинаю ехать сюда еще. Понятно, ладно, спасибо большое. Хорошо, да. Спасибо. До Нет, свидания. но по сравнению с 15-летней давностью, конечно, это небо и земля. 15 лет назад здесь было, как-то запущено. А сейчас вот потихонечку все это становилось. Там понятно, все в Астану уходило, да, туда строительство. А сейчас тут опять, по крайней мере, все сделали хорошо. Понятно, спасибо вам большое. Вообще, нет, великолепно. До свидания. Как вы относитесь к тому, что в городе появилось очень много россиян сейчас? Я, в принципе, я отношусь положительно. А почему? Потому что вообще мы очень любим россиян. Мы учились в русских школах, вообще у нас воспитание. И мы поэтому мы вообще никак не относимся к этому. То есть как жили, так и живем, можно так сказать. Я понял. Но вы местная, алматинка, коренная. Да, местная, да. Заканчивала русскую школу, училась в вузе на русском языке, всегда среди русских, поэтому для меня вообще
Понятно. А сейчас такая ситуация, что в городе растет жилье, стоимость на жилье и на продукты, на коммунальные услуги и все остальное. Инфляция очень высокая. Многие связывают именно с тем, что много россиян приехало. Вот вы связываете это как-то или нет? Нет, это у нас всегда происходит, периодически у нас поднимаются цены на жилье. То есть мы уже интуитивно понимаем, что это как бы временно, что-то мы тогда приостанавливаем какие-то купли-продажи недвижимости. И сейчас мы действительно понимаем, что это просто временное явление, все искусственно, и никак это не связано с россиянами, просто это люди сами это все раздувают. Ну, единственное, я согласна с тем, что на арендное жилье цены подорожали, да, но это, конечно, несправедливо. Ну, по отношению и к нашим казахстанцам, и как к россиянам, это как бы не очень-то хорошо. Как вы относитесь к тому, что в городе в последнее время появилось очень много россиян? Положительно. Положительно? А что положительного вы в этом видите? Ничего не смущает. То есть те события, те процессы, которые происходят, подорожание жилья, там цены на коммуналку растут, на продукты, вы это как-то связываете с этим или нет? Или это закономерное какое-то явление? Естественно. То есть ничего отрицательного, ничего такого не видите в этом все? Все понятно. Спасибо вам большое. В последнее время в городе появилось очень много россиян. Как вы к этому относитесь? Нормально? Ничего не смущает? Нет, абсолютно. У нас степь, она всех приветствует, пожалуйста. Все. Россияне, украинцы, американцы, кто бы ни приехал, пожалуйста, открытая степь. Лишь бы они приехали с хорошими намерениями. Все. Не вторгались в наш внутренний мир, не лезли в наши традиции, не советовали ничего в грубой форме. А так, степь открыта для всех. Спасибо большое. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Давайте вам. А у нас такси уже ждет, спасибо. Ладно, хорошо. В последнее время в городе появилось много россиян. Вы как к этому относитесь? Я вообще не знаю еще много. Отношусь нормально, если они не выгоняют людей из квартир. Все? Не, продолжайте. А что еще можно сказать, я не знаю. Ну ладно, хорошо. Лучше, но русские же не выгоняют из квартир. Ну просто бывают случаи, когда люди, которые сдают квартиры, выгоняют людей, которые живут в квартирах, чтобы взять россиян, которые будут платить больше. А в последнее время в городе очень много россиян появилось. Как вы к этому относитесь? Уже надоевшая. Надоело вам тело, да? Тема надоевшая, оскоманная. Понятно. Ребят, привет. А можно у вас спросить? А что ты на видео снимаешь? Ладно. Хотим задать вам вопрос. А в последнее время в городе много россиян появилось. Как вы к этому относитесь? Ну, ребята, я нормально ко всему отношусь. Нормально. Ничем не мешает, все нормально, все хорошо. Мешает. Я сам россиянин, так что меня не будет мешать. Правда, всю жизнь прожил в Казахстане. В Казахстане? Да. Именно в Алмате или вообще в Казахстане жили? В Алмате. Все нормально. Понятно, хорошо. Спасибо вам большое. Если совпало. Друзья, ну, честно сказать, хотелось бы, наверное, больше увидеть именно людей, которым подходим именно казахам, чтобы казахи сказали свое мнение. Ну и, конечно же, я мне задавал никогда вопрос, друзья, обязательно напишите в комментариях, мне тоже важно ваше мнение и услышать ваше мнение. Как вы относитесь к тому, что сейчас очень много русских у вас в Казахстане? Дедушка хорошо ответил, да? Вот именно он сказал, да, чтобы не вмешивались в наши традиции, не мешали, не вторгались в наш быт или не мешали нам жить, и все будет вот это. И все будет хорошо, адекватно. Пускай приезжают и украинцы, и американцы, и русские, всех примем. Молодец, молодец. Он правильно подметил, что своим уставом приезжать в другую страну, это как-то неправильно, я считаю. Обязательно напишите свое мнение, очень интересно, я все комментарии читаю и, конечно же, отвечаю на ваши комментарии, друзья. Большой рахмет, друзья, всем, кто посоветовал этот ролик.
Я рад видеть вас всех на моем канале. Не забываем подписываться, поставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходят каждый день, и видео выходят все по вашим заказам, друзья. Алга Казахстан, слава Украине, берегите себя. До встречи.